Спасибо, коллеги. Новости Татарстана продолжает праздничный эфир ТНВ. С Днем Республики вас! Сегодня Татарстан отмечает свой день рождения. В календаре это праздничный выходной. И весь этот день мы работаем на главных площадках и в прямом эфире рассказываем о самых ярких моментах Дня Республики. Итак, палитра праздника к этому часу. Утром жителей республики поздравил президент Рустам Минниханов. Татарстан, являясь одним из опорных регионов нашего многонационального отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей. Это результат слаженной работы всех предприятий и организаций, всех ветвей и уровней власти, а также поддержки наших программ и проектов руководством страны и лично президентом России Владимиром Путиным. День республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, говорится в поздравлении президента республики. С Днем Республики Рустам Минниханов поздравил татарстанцев и в своем Инстаграм. Президент выложил праздничные клипы. В одном он говорит о традициях и культуре народов Татарстана, достижениях республики. И еще один ролик – это совместное творчество телеканала ТНВ и танцевального ансамбля «Казань» ко Дню Республики. Ради съемок останавливали движение на мосту «Миллениум» и центральных улицах, взбирались на крышу центра семьи «Казан». Все ради того, чтобы показать красоты столицы республики и поздравить татарстанцев. Клип уже набрал десятки тысяч просмотров. К поздравлениям в комментариях присоединились сотни человек. Вечером этот ролик ТНВ смогут увидеть все зрители концерта у чаши Казань. Как и положено, в день рождения татарстанцы получают многочисленные подарки. Так, сразу два повода для радости сегодня у жителей 4 казанских домов по улице Чуйкова. В День Республики здесь открыли обновленный двор, благоустроенный по президентской программе. Здесь живут 1300 человек – молодежь, пенсионеры, дети. Для них как детские и спортивные площадки, так и места для прогулок, зоны тихого отдыха. А новые коммуникации решили проблему подтопления после дождей. Поскольку до 60-х годов здесь была деревня Савиново, то в малых архитектурных формах много дерева и деревенская тематика. Рустам Минниханов сегодня осмотрел обновленный двор, пообщался с жителями, поздравил их с Днем Республики. Напомним, в этом году в президентскую программу попали более 1000 дворов, а за 5 лет программа охватит почти 7000 территорий по всему Татарстану. Киләчәк бер 3-4 елда республика буенча бу программаны тормышка ашырабыз. Ишак алды ул кешенең иртән торгач та чыккан урны, көндез ул шунда була һәм кичен һәрберебездә шушы ишак алды аша ига кайтабыз. Такие дворы, на таких жителей в этих дворах равняется вся страна. Поэтому тот пример, который вы будете показывать в содержании, в уходе, в любви к своему двору, будут перенимать и другие дворы всей нашей страны. Была стоянка, а сейчас вон сколько можно детям развлекаться. Горки, развлечения. Тут вообще ничего не было. Двор, если честно, не узнать. Вообще поменялось, все очень красиво, уютно. И детишкам играть, и как бы пожилым людям вот отдыхать, сидеть, выходить. Очень хорошо стало. Подарок ко Дню Республики сегодня получили пациенты и врачи 7-й Казанской городской больницы. Речь об обновленном парке у Малого Чайковского озера, рядом с терминалами клиники. Сегодня здесь побывал и президент Татарстана. Территорию облагородили всего за 3 месяца. Теперь здесь площадка для мини-футбола, современные тренажеры, крытый пирс, площадки для лекций и мастер-классов. Порядок привели и сам водоем. Со дна извлекли более 5000 тонн ила, а вокруг положили асфальт и проложили беговую дорожку с мягким покрытием. Парковая зона полностью оборудована для людей с ограниченными возможностями. Для нас здесь все сделано, все предусмотрено, и выезды, и въезды, все здесь замечательно, нам понравилось. И мы единственные в мире, которые предложили эту концепцию, которая сочетает в себя физическую реабилитацию, то есть двигательную терапию, это и ходьба, это и скандинавская ходьба, это и тренажеры различного вида и различного плана для лиц с различными заболеваниями, это и занятия арт-терапии, это и школы пациентов.
В Новосавинском районе не так много парков и скверов, поэтому благоустройство этой территории с нетерпением ждали и жители близлежащих домов. И, как нас сегодня заверили в Минздраве, вход сюда будет свободным для всех желающих. На очереди теперь и территория вокруг Большого Чайковского озера площадью более 6 гектаров. В ближайшие годы там также создадут прогулочную зону. Сегодня столица республики обернулась казанским полотенцем. Цветное, расшитое многонациональными узорами, оно развернулось в Старо-Татарской Слободе. Праздник с казанцами отмечают и гости столицы, участники фестиваля «Казанское полотенце». В прошлый пандемийный год участниками были лишь представители Татарстана. Сегодня география «Вся Россия». И сейчас на праздничной площадке находится наш корреспондент Алия Хайрудинова. Алия, здравствуй. Какое оно казанское полотенце? Какими узорами радует? Добрый праздничный день, Алексей. Мы сейчас находимся в Старо-Татарской Слободе. И буквально через полчаса здесь начнется фестиваль «Казан Сельгасы». Я думаю, что уже само название говорит за себя. Казанское полотенце – это один из символов нашего города. Это главное украшение каждого дома. И, конечно же, это показатель мастерства вышивальщиц. Сегодня «Казан Сельгасы» – это фестиваль, который на одной площадке собирает всю нашу многонациональную Россию. В этом году, как вы уже сказали, было подано более 600 заявок. И сегодня на площадке встретятся более 4000 человек, и каждый из них станет главным украшением фестиваля «Казан Сельгасы». Пока у нас артисты в гримерках готовятся, но нам удалось пообщаться с организатором фестиваля. Давайте послушаем. Это очень интересная площадка, она действительно вот как Казан Сельгасы, это как бы дорога в Казань. Мы уже олицетворяем это вот полотенце вышитое, это дорога, которая выслана, значит, дорога в Казань, наш многонациональный такой дружелюбный город, который приветствует культуры самых разных народов. Регионов России, страны ближнего и дальнего зарубежья: Казань, Елабуга, Москва, Питер, Саратовская, Самарская, Тульская области, Курган, Воронеж, Канада. В общем, перечислять можно бесконечно. Но самое главное, фестиваль полюбился и горожанам. У нас в Татарстане проживает 173 представителей разных народов и народностей. И, конечно же, сюда они приходят, чтобы окунуться в эту нереальную атмосферу. Мы и с ними пообщались. Я смотрю на свои национальные татарские пляски, танцы, слушаю моего года песни именно. Мне вот это очень нравится. Иногда сижу, плачу. Можно прийти, увидеть разные коллективы. То, что мы живем в мире согласия, и то, что наш город является площадкой для таких вот коллективов, очень интересно. Я первый раз участвую. Приехал недавно в Казань из Екатеринбурга, и на мне вот такой горнозаводской костюм уральской цивилизации. Мне интересно было, как я в русском, и все вот тогда подходят, прямо вот классы подходят, фотографируются, и очень им приятно, что именно. Я говорю, я в русском, они говорят, да, мы видим, знаем, здорово, классно. Мы пока остаемся здесь, и, конечно же, на фестивале ждут всех. Поэтому присоединяйтесь к празднику, не оставайтесь в стороне. Алексей, слово вам. Спасибо, Алия. Ну а мы продолжим выпуск. Кто они, почетные граждане Казани? Сегодня это звание в казанской мэрии получили олимпийская чемпионка Марта Мартьянова, взявшая золото по фехтованию в Токио, и член Академии наук Татарстана Мирфатых Закиев. В торжественной обстановке медали им вручил мэр города. Кроме того, имена 5 человек были внесены в книгу почета столицы. Очень приятно, что мне удостоилось получить такое звание, тем более там такие люди. И когда я обнаружила этот список, я очень удивилась. И мне очень приятно, что я вхожу в это число. Я в Казани все время работал, и Казань для меня родной, с молодости до сих пор родной город. Я желаю городу нашему большое будущее. Приятный подарок на День Республики преподнесла сборная Татарстана, завоевав первое место в общем медальном зачете на финале национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Церемония закрытия состоялась накануне в Уфе. Честь республики на чемпионате защищали 164 молодых профессионала, а они боролись в 127 компетенциях. Поздравляем нашу команду! Первое место в общем медальном зачете команда Республики Татарстан.
Свой бассейн, коворкинг, новая спортивная площадка и сад памяти. Рустам Минниханов сегодня оценил готовность 175-й Казанской гимназии к новому учебному году. Напомним, по поручению президента республики здесь провели капитальный ремонт. Полностью обновился внешний вид школы. Трансформировался актовый зал. В кабинетах и коридорах обновились полы и потолки. В День знаний в гимназию придут 1054 ученика, в том числе 145 первоклашек. Рустам Минниханов встретился с коллективом, поблагодарил педагогов за их самоотверженный труд, а также строителей и спонсоров за своевременную работу. У казанских дольщиков праздник совпал с новосельем. Сегодня сдали их проблемный дом в ЖК МЧС. В гости пришел Рустам Минниханов. Как отметил президент, решению вопросов обманутых дольщиков в республике уделяется особое внимание. Благодаря федеральной поддержке за последние 2 года достроили 7 самых сложных домов. Рустам Минниханов поставил новую задачу – построить здесь садик и школу. Понятно, нам нужно здесь еще строить школу, садик. В планах это есть, мы все это знаем. Я знаю, что вы и тогда обращались. Значит, эти вопросы будут решены. Самое главное, вот дом, можно уже раскладушку взять, вода есть, это есть, уже можно начать жить. Татарстанский инди-фолк, рок и авангардная электроника. Такая необычная музыка сегодня весь день в Казанском Кремле. На 5 локациях здесь проходит ТАТ-Культфест. Это арт-перформансы, необычные театральные постановки, фильмы местных режиссеров, дизайнерские вещи и национальные блюда. Сейчас на празднике находится наш корреспондент Рамиль Галиуллин. Приветствую, Рамиль. Расскажи, что необычного на площадке. Да, Алексей, добрый день и с праздником. Ну, действительно, сейчас я нахожусь в Казанском Кремле, и уже по традиции в День города эта территория становится площадкой празднования международного фестиваля татарской культуры ТАТ-Культфест. Проходит он в 4-й раз, и в этом году, в год родного языка и народного единства, его решено сделать мультиязычным. Участие принимает около 100 музыкантов. География самая разнообразная. Так, музыканты приехали из Бостона, Берлина, Кёльна, Москвы, Санкт-Петербурга и других уголков нашей страны. Исполнители будут выступать в самых разнообразных музыкальных жанрах, от тяжелого металла до легкой поп-музыки. Ожидается, что в 3 часа дня площадки фестиваля посетит и президент республики Рустам Минниханов. Сейчас предлагаю послушать гостей ТАТ-Культфеста. Я приехала из города Ташкента специально на День города, послушать хорошую музыку, смотреть концерты. Мне очень нравится здесь, в Казани. За настроением приехали, хорошим. Ну, добавлю, что услышать музыкантов можно на 3 площадках. В течение дня ожидается, что перед зрителями выступят и именитые музыкальные коллективы Айгел и Джун. Но помимо всего прочего, здесь же на территории Кремля огромное количество интерактива, фудкортов. За моей спиной сейчас для самых маленьких развернули свою площадку Шаян ТВ. В завершение добавлю, что праздник будет проходить до позднего вечера, и у всех желающих еще есть возможность его посетить. На этом у меня все. Алексей, вам слово. Спасибо, Рамиль. Ну, а мы продолжим наш праздничный обзор. Сегодня у наших коллег на Болгар-радио СΥ большой праздничный марафон с 6 утра и до полуночи. Прямо со студии вещают сами артисты. Среди них Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, Ришат Тухватуллин, Чулпан Закирова и другие. Поздравления, пожелания и музыкальные хиты от звезд татарстанской эстрады. В прямом эфире и включение с праздничных площадок Казани. И поздравления от татар из Эстонии, Швеции, Азербайджана и других стран. День республики – один из самых важнейших праздников. В этот день я могу выразить, наверное, всю свою любовь, всю свою заботу благодаря песням. Пользуясь случаем, я поздравляю всех татарстанцев с праздником, с Днем Республики.
И сегодня Болга Радио С главный по музыкальному сопровождению праздничного салюта над Казанью. В этом году впервые в истории залпы красочного фейерверка будут взрываться под мелодии нашей радиостанции. Чтобы услышать и увидеть такое необычное сочетание, зрителям нужно присоединиться к волнам Болга Радио С. Лучшие точки для просмотра музыкального фейерверка станут набережная Кремля и центр семьи Казан. Начало в 10 вечера. Мы приглашаем настроиться на волну 91,5 FM в Казани для того, чтобы получить удовольствие от просмотра и прослушивания этого спектакля. Следующий выпуск новостей на нашем канале в 17:00. С праздником и до встречи.